очень активные и амбициозные, вот я вам так скажу, потому что даже когда мы работала, вот зимой говорила, да, в Народном штабе Владимира Владимировича Путина, было очень много молодых людей, очень много, просто вот, которые, мне показалось, они даже больше, наверное, знают, чем вот все мои, ну вот, как бы, взрослые коллеги, да, которые моими были координаторами. Мне казалось, они так много знают и так все это, ну, понимают, они так активно очень, такие споры, дискуссии какие-то были, это интересно. Потом они везде, молодежь везде, и они на улице, и тут, и там, ну, как бы, очень много, да, активная, хорошая молодежь у нас растет. Конечно, есть пережитки 90-х, это очень печально, но это уже угасает, мне кажется, это уже, в принципе, не модно становится. Это видео? Да, какая молодежь в Бурятии? Так, сейчас скажу. Ну, сейчас такая молодежь пошла, что все хотят уехать за границу, там жить, учиться. Вот. А кто остался в Улан-Удэ, они в основном жалуются, что здесь скучно, и в основном сидят дома. Ну, мои одноклассники сейчас все на машинах ездят, выходят гулять только вечером, ночью. То есть как бы днем они спят, а ночью гуляют вот так вот. Когда мы маленькие были, ну в школе еще, мы только днем гуляли. Вот, все мечтали поехать куда-нибудь далеко. Вот. Ну, сейчас так общаемся с одноклассниками, уже как взрослые ездим сами на Щучку, на Байкал, отдыхаем. Вот. Ну вот, как бы сказать, с другими я не общаюсь сильно, только с одноклассниками своими. А вот на Тайване молодежь, ну, то есть буряты, с которыми я учусь, ну, мы тоже так, как сказать, погулять любим на пляже, ну, как сказать, сессию еле-еле сдаем, ну, вот так вот живем. Ну, какая, в каком плане молодежь, она разная в целом. В целом, мне кажется, у нас такое сейчас поколение интернет-молодежи. То есть вот когда мне было лет 16, 17, да, 18, мы не знали, что такое ВКонтакте, да, там, что такое iPad, там, ноутбук и так далее. То есть больше было у нас живого общения. Сейчас люди больше общаются в социальных сетях. Сейчас им проще написать сообщение ВКонтакте, чем позвонить, встретиться, выйти куда-то погулять. Молодежь, ну, как везде. Ну, просто влияние вот этих всяких Comedy Club и всяких таких непонятных передач. Ну, мне нравится, конечно, Comedy Club, но вот этот язык, да, местечковый иногда просто поражает, когда сидят в маршрутке и вот этот какой-то, я даже не знаю, как это назвать, жаргонный какой-то, это даже не диалект, а что-то там на остановке или что-то такое, но это вообще так ужасно звучит просто. Люди какой-то, они не могут нормально разговаривать. У меня такое ощущение, что просто не умеют нормально, просто по-человечески разговаривать. Просто спокойно, без каких-то там, что-то там начинают из себя строить или выпендриваться, я не знаю, но, или они считают, что это как-то круто, или что, я не понимаю. И девчонки тоже молодые, ну ты представляешь вообще, там, что-то вообще так ужасно смотрится. Бывает, ты такая смотришь, ой, какая красивая девушка идет вообще, а потом как рот откроет, и все, это сразу впечатление портится. Что, ну, я считаю, что надо как-то стараться грамотно разговаривать. У меня тоже не всегда получается, но я стараюсь. Ну, хотя бы на улице, в общественных местах. Дома делайте, что хотите. Но в общественных местах, когда матерятся, там что-то так немножко бывает не очень красиво. Ну, у нас молодежь, ну как везде молодежь. Она такая же.
есть люди, которые рождены вот, ну, для чего-то, допустим, для того, чтобы петь, или для того, чтобы ну, вот человек находится на своем месте, да. Здорово, когда есть люди, которые ну, вот чем-то занимаются, да, и у них это хорошо получается. Приятно смотреть, да, когда человек делает свою работу и делает это хорошо. И другим людям это нравится. У нас некоторые как-то не заморачиваются, им даже неинтересно бывает что-то. Ну, хотя сейчас молодежь такая любознательная. Встречаются такие люди, которым вообще ничего не нужно. Они абсолютно равнодушны ко всему. Так, поверхностно ко всему относятся. Надо просто внимательно приглядеться и как-то можно все что угодно делать. Молодежь у нас хорошая, но молодежь разная. Я всегда, меня, слава богу, окружает очень интересная молодежь. И мне, допустим, как-то до сих пор непривычно, когда меня начинают уже сейчас называть по имени-отчеству, как-то очень это. Потому что я себя тоже еще ощущаю молодежью, и у меня пионерская зорька еще играет иногда кое-где. Вот. И вообще, честно говоря, я вот думаю, так вот себя анализируешь, думаешь, боже мой, что поменялось-то? Вот, может быть, конечно, становишься вроде бы мудрее, образованнее, но суть-то та же, господи, что тебе было 18 лет, что и сейчас 18 лет. Вот. Мне очень неинтересна молодежь, которая слушает шансон в плеерах и матерится. Вот для меня вот идет вроде бы девушка, вроде симпатичная, рот откроет, думаешь, господи, лучше бы ты его не открывал. То же самое и молодые парни. Вот. А вообще в них какая-то вот такая энергия. Ну, здесь вот есть молодежь такая классная, но, к сожалению, она уезжает. Вот те люди, которые чего-то хотят, к нам вот часто на практику в наш информационный центр приходят люди, практиканты. Вот они приходят и сидят. Дайте мне какое-нибудь задание. А начинаешь с ним разговаривать, а тебе самому-то что интересно? Ну что ты любишь? В смысле интересно? Ну в смысле вообще? Какую музыку ты любишь? Фильмы? Что ты вообще любишь в этой жизни? Что тебе хочется? Давай начнем с этого. Предлагайте сами темы. Вот я помню, мы, когда учились, у нас был какой-то вагон этих идей, тем мы хотели и то рассказать, и другое рассказать. А сейчас как-то вот приходят и ждут. Вот сейчас ты ему все вот, разжуешь, положишь, даже задание, скажешь, иди туда, принеси то, напиши про это. Как-то вот им не интересно, что ли, или нам попадаются такие. Но при этом я говорю, что есть разные, все разные. Вот. Но то, что поколение от поколения, мы отличаемся все-таки, но при этом нас очень много объединяет. Все мы были молодыми. И я все жду, вот в смысле музыки особенно, где же та молодая шпана, которая сотрет с лица земли. Где вот эти молодые дерзкие парни, да, которые такие, от которых просто стихия вот это идет. Нету их вокруг. Ау. Очень хочется, чтобы вот... В общем, не удивляет никто. Как-то по большому-то счету. Молодежь в Бурятии какая она? Ну, молодежь в Бурятии, мне кажется, очень разная. Я сама работаю в школе. В общем, дети все очень разные. Ну, я, говоря о молодежи, говорю о старшеклассниках, да? Среди них есть и так называемые ботаники, которые на самом деле настолько заняты только своей учебой, своей дальнейшей карьерой, что иногда мне даже становится страшно за них. Ну и радостно, с одной стороны. Сами мы такими не были. И очень много есть и молодых людей, которые интересуются какими-то новыми идеями. Вы знаете, когда не только компьютерными играми, но и прочими какими-то течениями, направлениями в кино, там, вне
информация, что-то такое. Иногда, когда они о чем-то начинают разговаривать, я даже вообще перестаю улавливать, о чем идет речь. Вот настолько далека, к сожалению, сейчас молодежь. И есть, конечно, какая-то определенная группа очень отвязных, живых, посредственных, ну, которые тоже займут свою нишу, добьются многого. Все люди разные. Молодежь. Я сталкиваюсь вообще-то по роду деятельности с молодежью, с студентами. Не очень все хорошие. Может быть, студенты такие, они какие-то открытые, внутренне раскованные, свободные. Они все знают, чего хотят в массе своей. А судя по дочери, по ее друзьям, какие же они. Не знаю, такое слово не могу подобрать. Они встречаются, общаются, конечно. Но все это так невинно как-то. Нету такого хождения по острию бритвы, как было в наше время. В наше же время для того, чтобы быть крутым, надо было на центральной площади города напиться, разодраться, курить, плевать, ходить в сетчатых колготках, не знаю, материться через слово. А сейчас, чтобы быть крутым, вообще это не нужно. Это счастье, наверное. А выделяются они чем, я не знаю даже. Чтобы выделиться из общей массы, им надо быть какими-то независимыми, мне кажется, быть необычными. Не знаю, насколько благосостояние сейчас важно для самооценки. Ну, до 25 я считаю, что вот эта молодежь хорошая. Где-то вот после окончания школы до 25, ну, то есть я наблюдаю это, как правило, дети моих уже друзей, они такие, они уже работают, то есть они не просто берут у мамы и пап деньги, а уже сами думают о том, как их заработать, ставят бизнес, пытаются чем-то заниматься, да. То есть это не та золотая молодежь, которая была лет 10 назад, тем, которым сегодня 23, ну скажем, 30, ну, от 27 до 35, вот так. Вот там молодежь, она немножечко не та, потому что они какие-то вот выросли на деньгах родителей. А сегодняшняя молодежь, она классная, она очень любопытствующая, они очень много пытаются искать, изучать. Даже вот я смотрю по своим ученикам, да, то есть я же постоянно обучаю, и если года 4-5 назад ко мне приходили, ну, такие уже более взрослые люди на обучение, то сегодня снова начали приходить вот совсем молодые, и им хочется вот действительно хорошо и профессионально вырасти. Уже ушло вот это понятие легких денег. Ну, начали думать. Думающая молодежь, это хорошо. Молодежь у нас культурно не образована. Да, это, кстати, вопрос такой отдельный. Молодежь, какова сейчас молодежь в Бурятии? Ну, она продвинутая, конечно, очень в том, в чем она продвинута, там, в технологиях, там, в моде, в своих каких-то субкультурах. Но культурно, ну, вот, понимаете, они вот в субкультурах продвинуты, они вот такие суповые наборы. Вот. Но культурно они образованы. Они просто как бы элементарно не воспитаны. Ну, просто элементарно не воспитаны. Вот, потом, будем говорить прямо, да, у нас состав населения в Улан-Удэ очень сильно поменялся. И поменялся не в лучшую сторону. Потому что вот то население, которое, так мне кажется, хлынуло в Верхнеудинск, в Улан-Удэ в 20-е, в 30-е годы, да, они к 70-м, 80-м годам превратились, в общем, в коренное городское население с соответствующим уровнем культуры.
Вот. И люди очень тянулись и хотели быть культурными, образованными, вежливыми. Хотели. Вот. А 90-е, нулевые года у нас опять хлынул поток переселенцев в Улан-Удэ, вот, которые не хотят, которых вот город не сумел перемолоть, что называется, и как бы сделать их своими людьми. Внедрить. Слишком в тонах был слой интеллигенции у нас в Улан-Удэ для того, чтобы эта интеллигенция смогла вот этот вот поток людей, далеких от городской цивилизации, от норм цивилизации, городской, перемолоть, перевоспитать, что называется. Вот. И эти, новые переселенцы, они, в общем-то, и не хотят, и не хотели становиться интеллигенцией, не хотят становиться. Они такие внешние какие-то элементы как бы культурности приобретают, и там одеваются, вот, украшаются, и не более того. Образовывать, образование как бы. Сейчас дипломы не образование получаешь. Единицы получают образование, мне кажется, высшее. Те, кто хочет учиться, образовываться. Вот. Остальные получают диплом. Вообще, мне кажется, молодежи сейчас, конечно, трудно очень. Трудно, мне кажется, мне в принципе их жалко. Особенно тех, кто там рожден в конце 80-х, кому сейчас 22-23 года. Они росли в такие уже, формировались, росли в такие ужасные годы, конец 90-х, начало нулевых. И они бедные, у них же нет таких нравственных основ четких. Что такое хорошо, что такое плохо, они не знают. Это же были годы, помните, там дикий рэкет такой. В школах этот рэкет процветал, узаконен. Я не знаю, вы помните или нет, как вымогали просто учителя деньги из родителей, из детей, выбивали. Да, как бы те, кто не мог там принести какие-то эти взносы в фонд школы, в фонд класса, да, помните, подвергались третированию дети со стороны учителей совершенно бессовестным образом. Помните, как бастовали учителя у нас, да, там требуют, да, им, конечно, платили деньги. Всей стране не платили деньги. Но никто не выкручивал так руки, как учителя. А дети все это наблюдали. Никто, я повторю, не выкручивал руки другим там, своим согражданам, своим соседям. Там. Врачи этого не делали, да, вот, которым точно так же не платили. Энергетики этого не делали, которым точно так же не платили. Я как раз мама работала в тот момент в энергетической сфере. Вот. Но учителя это делали просто сознанием дела. Они же умеют организовываться. Вот. Они же наиболее социально активная такая у нас прослойка. А дети все это наблюдали. И сейчас смотрите, вот, лично мне кажется, да, на мой взгляд, что сейчас самую такую, вот они же вступают сейчас в активную такую фазу жизни, самую активную, 20 с лишним лет, все, они заканчивают институты, они сейчас начнут там устраиваться в этой жизни, да, делать себе карьеры, там, жениться, рожать детей, вот. То есть они сейчас основную социальную нагрузку на себя принесут. И смотрите, вот, мне кажется, что сейчас такой не волну и не взрыв, а как-то такое большое количество преступлений, да, будут давать им, и уже дают именно эти молодые люди, и преступления совершенно жесточайших, бессмысленных абсолютно, диких абсолютно. И мне кажется, что это именно потому, что вот, в тот момент им ни школа, ни родители
ну, я не буду громких слов говорить, нравственных основ, а вот элементарно, что такое хорошо, что такое плохо, по Маяковскому, да, просто не заложи. Они просто не понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. И поэтому мне, в общем, жалко, потому что жить-то им сложно все равно. Жить им сложно, и насколько они жестоки к жизни, настолько и жизнь идет к ним жестоко. Бурятии, ну, я все-таки уже, конечно, к молодежи Бурятии себя отнести не могу. И, наверное, даже уже появляются какие-то брюзжащие нотки. Думаю, неужели уже, в общем, ближе к старости дело идет. Но, тем не менее, иногда хочется поворчать на молодежь, но я так по роду своей деятельности с молодыми достаточно общаюсь плотно, на тренингах, и я вижу какие-то ребята, во всяком случае, тех, кого я вижу, тех, кого обучаю, разные, естественно, попадаются, но я не могу сказать ничего такого плохого о нашей молодежи. Вот я могу поворчать, конечно, что, может быть, немножко потребительно, да, больше, чем что, возможно, система ценностей другая, в том, что не настроишь их на то, чтобы они там как-то осознанно, альтруистически делали какие-то вещи, да, опять-таки помогали тем же бедным, помогали тем же инвалидам, помогали тем же обездоленным бомжам. А мы, наоборот, знаем, сколько примеров, когда молодые запинывают этих бедных бомжей, даже поджигают в этих руках. Поэтому молодежь, наверное, она разная. Но в целом, в общем, я вижу ее, я с ней общаюсь. Дай Бог, чтобы они стали умнее, лучше нас и строили общество в соответствии с человеческими ценностями, а не с его пороками, так скажем. Конечно, сейчас очень тяжело молодежи. Потому что когда нас воспитывали, когда у нас была система отлаженная, да, нам не надо было думать, за нас уже все продумали, мы должны стать строителями коммунизма, у нас свой моральный кодекс уже был написан, мы как бы следовали ему. Но что нужно отметить? Ничего плохого в этом моральном кодексе нет. Единственное, может быть, все слишком обобществлено было в Советском Союзе. А сейчас система ценностей утрачена, человеческих ценностей, общечеловеческих ценностей, к сожалению. Поэтому молодежи очень тяжело. И, наверное, много разочарований приходится испытывать нашей молодежи. И вот эти вот трепетные чувства патриотизма, чувства, когда хочешь помогать людям, вот тоже волонтерство, да? Сколько ребят молодых прекрасно отзывается на беды человеческие. Оно портится вот этими людьми старшего поколения, нашего поколения, чуть старше. Поэтому, конечно, вот этот, наверное, порыв, вот этот максималистский, может быть, с одной стороны, молодой, задорный, наивный, но чистый и искренний, его надо поддерживать всячески в нашей молодежи, а не гасить. А у нас сейчас опять-таки происходит все с точностью наоборот. Когда волонтеры приехали в Крым, почему-то нашему правительству захотелось принять закон о волонтерах, и этот закон ничего хорошего не судит тем людям, которые отзываются на чужую беду добровольно, совершенно без всяких умыслов, без всяких корыстных целей. Поэтому, конечно, вот здесь вот опять-таки, если уж государство не помогает, да, нам ни в чем, то пусть оно хотя бы не мешает. Пусть оно хотя бы не мешает. Общество все равно возьмет, оно развивается, оно дышит, оно живое. Эта субстанция постоянно не может находиться в одном состоянии. И вот в таких тисках ее авторитарных не удержать. И тем паче, что это никак по-хорошему не сказывается на молодом поколении. Потому что, наоборот, молодежи хочется кричать, протестовать, и это совершенно нормальный процесс. Абсолютно.
Поэтому дай бог нашей молодежи, нынешней, и те, которые за ними пойдут, все-таки построить общество для себя, для своих детей, для того, чтобы в этом обществе было всем хорошо жить. И старикам, и инвалидам, и больным людям. Ну, у меня Алдар, он такой очень сдержанный, такой, как говорят люди, такой интеллигентный, он очень философски настроенный. Так, иногда такие вещи скажет, что просто хоть стой, хоть падай, думаешь, что он маленький. А иногда, кажется, правда маленький, вот послушаешь у него рассуждения. Мальчики, они позднее взрослеют, у нас еще все впереди. Вот, а сам он все очень добрый такой, человек отзывчивый. И вот что интересно, у него друзья, вот как в 1 классе появились, вот они до сих пор все те же самые. Это что-то говорит о человеке. То есть у него там каждый год друзья не меняются, там какие-то новые компании там. Поэтому недавно у меня было 50 лет недавно, и он сделал мне сюрприз. Он спел песню, знаете какую? Вот из бременских музыкантов. «Луч солнца золотого», там что-то такое, там баритоном своим. И у него, оказывается, такой баритон интересный, и все гости чуть не упали. И главное, этот сюрприз держал до последнего. Я думала, ну какой-нибудь рэп, наверное, исполнит там. Ну, как обычно, да, молодежь. А он вышел так: «Луч солнца золотого». Там что-то. Все так прям вообще повезло с сыном. А как вообще молодежь в Бурятии? Вы общаетесь же, наверное? Молодежь в Бурятии интересная появляется. Очень много ребят, которые волонтерством занимаются. Много ребят, которые не курят, не пьют, ведут трезвый образ жизни. Потому что в наше время это тяжело, в наше время это как бы трудно. Но это пошла новая мода с Запада. И я надеюсь, что вот эта молодежь, которая сейчас, вот, которой по 17-20 лет, что она не потерянное поколение. Вот, может быть, вы обидитесь на меня, вам где-то лет 30. Мне кажется, 30-летние это уже в какой-то степени потерянное поколение. Это те люди, которые родились, выросли в то время, когда у нас безудержная реклама пива, что там ханали в интернете, по телевидению, там непонятно какие ценности, непонятно какой строй. То есть люди просто, у них, мне кажется, у них приоритеты вообще все в голове там в кашу какую-то превратились. Поэтому вот на это поколение большая надежда, которая сейчас идет в молодое. Ну, видишь, такие вопросы. Думаешь, моего поколения нет уродов? Есть. Нашего с тобой. Она, вот, ну, я, например, по своей вот дочери сужу, да, они вообще люди такие, сейчас скажу, немножко закрыты эмоционально, и у них какой-то немножко такой стиль другой вообще. Если мы раньше говорили, я тебя люблю, я тебя ненавижу, они так сейчас не говорят вообще. Они так все как будто бы мимо все проходит, что-то они там мычат, я не знаю что. Но они более моторные, чем мы. Мы были более такие, знаете, рассуждали на кухнях, там что-то читали, в общем-то ничего почти не состоялось у кого-то состоялось. Да. А эти ребята знают, понимаете, они немножко холодные. Да. Но я не говорю о своей дочери ни в коем случае. Она человек очень эмоциональный. Она вот недавно всю ночь там мы спали, у нас двор так, и там контейнеры с мусором стоят. И там кто-то всю ночь плакал. Невозможно. Невозможно. Я уснула, я не слышала. А, значит, муж мой, он очень чутко спит, он говорит, невозможно было спать. Плачет и плачет. Он рано утром, значит, проснулся, там что-то смотрел, никого нету. Через некоторое время, уснул. Ладно, он дочку разбудил и говорит, слушай, ну уже утром, сходи-ка, кто-то там плакал сильно, посмотри. Она пошла, оказался кутенок, ну, собачка. Маленькая, она еще глаза не открыла. Ну, ее выбросили, эту собачку, в коробке. Дочь моя принесла эту собачку к нам домой. Стала просить, умолять меня, чтобы мы взяли ее. Плакала, рыдала над этой собакой. Ну что, взяли.
Ну, мы ее, все, она у нас выросла, такая большая стала, такая веселая, хорошая. И я вот просто, ну, за ней, за дочерью наблюдала и думала, что она, конечно, никогда не будет такой злой, черствой, ну, какой-то не будет. Да, но и я не говорю, что они, вот, значит, молодежь, ну, не эмоциональны не в том плане, что они себя не так выражают. То есть стиль у них другой. Абсолютно. И они ориентированы на какие-то там довольно высокие цели. Угу. Ну, конечно, они связывают это тоже и с материальным. Если раньше мы только за идею жили, я всю жизнь работала, все думали, что я богатейшая женщина, девушка сначала. 120 рублей я получала, при том, что там уже люди 300 и 400 получали. Я всю жизнь мало очень получала денег, но я за идею всегда работала. Мне нравилось, понимаете, что я позанимаюсь, там что-то там нафантазирую, потом это все получается. Это молодежь навряд ли так будет заниматься. Они скажут: так, мой час стоит столько-то, платите мне. Я до сих пор это слово не могу выговорить. Кто-то приезжает ко мне и говорит: позанимайтесь со мной. И спрашивает: сколько стоит ваш час? А я не знаю. Я не знаю, я вообще я так думаю, надо так побольше сказать. А сколько побольше, не знаю. Понимаете? И в конце концов так получается, что все бесплатно. Это как очень один богатый ученый, его попросили почитать лекции в Кембриджском университете, по-моему, и спросили: сколько вы берете? Ну, он назвал такую цену вообще неподъемную. Англичане сказали, что нет, ну мы не можем. Так, он говорит: ну, видите, в чем дело? Я себя оцениваю, то есть свою голову вот так оцениваю, мысли и так далее. Если вы не можете платить, хорошо, я тогда бесплатно буду. Понимаете? Вот. И я хочу сказать, что молодежь наверняка бы сказала бы точную цену. Да? Да, они бы сочетали: так, мне нужно квартиру купить, надо мне машину, значит, это все делим напополам, потом еще эту часть, значит, вот этот процент я должен получить. Вот. Ну, я думаю, она довольно прагматичная, довольно такая, с каким-то таким устремлением, с напором определенным. Вот мы, например, я считаю, что наше поколение немножко потерянное было в плане того, что мы себя ярко не выразили. Вот. Ну, надеюсь, что вот, ну, сейчас уже более так открыто все, более, ну, как-то активнее все. Наверное, все это у них, у молодежи, будет хорошо. Но мы все немножко разные. Поколения, да. Но это все-таки наши дети, дети наших детей, они все-таки отличаются от нас, от нашего поколения, допустим. Детей 50-х, 60-х, все-таки они наши дети. Мы им дали то, что мы не получали. Так, допустим, да? И поэтому я бы сказала, что наши дети развитее, чем мы, намного. Почему-то так кажется. Но, может быть, все-таки все это наши инновации, инновационные технологии, конечно, много значит. Вот как раз хотел спросить, какая сейчас молодежь в Бурятии? Ой, молодежь в Бурятии, честное слово, продвинутая. Они молодцы, я ничего плохого не могу сказать. Всегда же говорили: о, в наше время мы-то так. Нет, каждому, как говорится, буряты говорят, убэнку худо. Это слово что значит? Каждому свое время. Ну. Это как понять? Ну, как понять? Убэнку худо. Но каждому свое время, это значит, мы молодые были, мы в свое время чувствовали себя шикарно, продвинутые считали, да? А сейчас наши дети тоже так же. Дети наших детей еще такие же будут. Но каждому свое время. И я бы сказала, что каждый возраст прекрасен, я не знаю. По-моему, прекрасен любой возраст.
любой детский, на них любуешься. Мы же тоже были такие. Молодость, а как она прекрасна, эта молодость. Она люди красивы своей молодостью, они этого не понимают. Это просто красота, молодость. Но мы-то, ладно, мы должны, наверное, быть мудрее их, направлять куда надо. Родиться было вере нового дня, а пока только вперед, с надеждой на светлое завтра. Рев мотора, за спиной километры, все готово, но надо выбрать маршрут за кордон. Навстречу теплому ветру, по газам, навстречу новому дню. Рев мотора, за спиной километры, все готово, но надо выбрать маршрут за кордон. Навстречу теплому ветру, по газам. А я второй час продолжаю смотреть в окно, слушаю музыку и думаю обо всем подряд. Например, о том, когда я вижу, но тем не менее происходящее бесконечно. Что же будет дальше? С каждым из нас интересно, кто куда свернет на своем пути, куда я сверну. Сидеть, предполагать, гадать, думаю, бесполезно. Буду делать то, что надо, и добиваться, чего хочу. А сейчас я легко слова и пишу в черновик. Снова сон, смотрю вдаль, снова ухожу в себя. И кажется, моя ритма собра будет лишний дневник. Как будто писал все это не я. И вот наконец-то моя остановка, я не торопясь стою, закрывая свой серый блокнот, дописываю пару строк, через минуту слезая, достаю, зажигая, наблюдая за дымом и продолжая идти на восток. Рев мотора, за спиной километры, все готово, но надо выбрать маршрут за кордон. Навстречу теплому ветру, по газам, навстречу новому дню. Пока есть дороги, что ведут обратно к дому, уверен, что смогу вернуться под ночным покровом. И пока эта мысль засела в моей голове, ты вряд ли меня увидишь в местном дворе. Буду также мерзнуть перед рассветом, сидеть и ждать восхода, что зажжет небо. Посмотрю, как поднимается над горизонтом. А знаешь, увидимся следующим утром. Спасибо.